يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем с вами изучение Китабуль Джами', книги об общих предписаниях из Булугуль Марам, а именно хадисы главы о достойных нравственных качествах, побуждающих к достойным нравственным качествам. Следующий хадис от Муавии, рады Аллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман юриди лаху би хайра юфаккиху фиддин». Тот, кому Аллах желает блага, тому дает понимание религии. Хадис привели оба имама. Хадис сообщает о том, что если Аллах хочет блага для какого-то человека, то делает его факихом. Факихом в значении человеком, знающим и понимающим религию, ее премудрости, хукмы, установления этой религии. На самом деле это понимание и это знание касается не только установлений, связанных с практическими законоположениями, то есть как совершается намаз, или как нужно соблюдать пост, или с вопросами торговли. То есть не только вопросы законоположений практических, но включает в себя прежде всего знание правильной акиды, знание правильных убеждений. И это на самом деле, братья, правильные убеждения и деяния сердца, и знание, познание сердца, это и есть аль-фикх аль-акбар, как называют его ученые, то есть великий фикх. Здесь речь идет не только о знании фикха в привычном нашем понимании, то есть знании практических законоположений, а речь идет о понимании религии вообще, и сюда входит прежде всего аль-фикх аль-акбар, большой фикх, то есть знание акиды. Что такое акида? Акида – это твои представления, убеждения о том, каков твой Господь, что полагается твоему Господу, твои познания об Аллахе Субхану ва Тааля и о тех вещах, о которых сообщает Всевышний Аллах, связанных с сокровенным. Знание сердца, действие сердца, убеждение сердца, побуждение сердца – это самое важное. На самом деле все другое, действие, деяние человека – это на самом деле путь к чему? Путь вот к этому большому фикху. Хорошо? Потому что это ведет тебя как одно из средств к достижению довольства Аллаха Субхану ва Тааля, то есть ведет тебя к довольству Аллаха, то есть ведет тебя к тому, что связано с самим Аллахом, с атрибутами Аллаха. Что значит самое-то главное? Это что? Самое главное – это то, что связано с познанием сердца, с познанием Аллаха Субхану ва Тааля, Его имен, познанием Его атрибутов. И так сказано, кому Аллах желает блага, тому дает понимание религии. В этом хадисе мы видим подтверждение такого атрибута Всевышнего Аллаха, как аль-ирада, воля. Воля Аллаха Субхану ва Тааля. В каких словах это здесь? «Ман юриди лаху бихи хайра». Тот, кому Аллах хочет блага. Юрид от ирада, воля Аллаха Субхану ва Тааля. У Аллаха есть воля. Мы должны с вами знать, и многие из вас это уже знают, что воля Аллаха Субхану ва Тааля, она делится на два вида. Воля Аллаха бытийная и воля Аллаха шариатская. Воля Аллаха бытийная – это то, что соответствует желанию Аллаха Субхану ва Тааля, Машия. Аллах желает чего-то, это бывает. Хорошо. При этом то, что желает Аллах Субхану ва Тааля, может оно быть любимым Ему, а может быть нелюбимым Ему само по себе, но Аллах Субхану ва Тааля желает это по своей мудрости для каких-то благих итогов. Хорошо? То есть есть мудрость у этого, предписание этих вещей Аллахом и желание Аллахом некоторых вещей, которые нелюбимы Ему, но любимы последствия этих вещей, то, к чему ведет это потом. Это воля Аллаха
бытийна, аль-ирада аль-кауни. Это то же самое, что желание Аллаха субхану тааля. Ма ша Аллаху каан, ва ма лям яша лям якун. То, что желает Аллах, то бывает, а то, чего не желает Аллах, тому не быть. И есть второй вид воли Аллаха субхану тааля. Воля его шар'ия. Воля его шариатская, религиозная воля. Это ассоциируется, это связано с другим атрибутом любови. Любовь Аллаха субхану тааля. То есть, то, что Аллах желает волей своей шариатской, это то, что любимо Аллаху субхану тааля, то, чем Он доволен. Это может осуществиться, а может не осуществиться. Хорошо? Аллах, да, хочет этого своей шариатской волей, религиозной волей, но это может осуществиться, а может не осуществиться. Хорошо. Что касается бытийной воли, то это непременно осуществляется, ибо то, что желает Аллах, то бывает. Но при этом это может быть любимо Аллаху субхану тааля, а может не любимо, но Он пожелал этого из-за мудрости, по какой-то мудрости. Пример этого в Коране мы можем встретить слово ирада, арада, юриду, хочет Аллах. Хорошо. Воля Аллаха субхану тааля можем встретить в разных аятах, и по смыслу аята мы можем догадаться, о каком виде из этих двух видов воли идет речь. Юриду Аллаху бикум аль-юср, валя юриду бикум аль-уср. Хочет Аллах для вас легкости, не хочет Аллах для вас тягости. О какой воле идет речь Аллаха здесь? О какой воле Аллаха идет здесь речь? О воле Аллаха шариатской. Аллах устанавливает, хорошо, предписание, Аллах хочет для вас облегчения, хочет для вас тягости. Или слова Аллаха субхану ва тааля, «Валяки юриду ли ютаххиракум», но хочет Аллах очистить вас. Это что? Шариатская воля Аллаха субхану ва тааля. Или слова Аллаха субхану ва тааля, «Валау ша Аллаху мактаталу, валакинна Аллаха яф'алу ма юрид». А если бы пожелал Аллах, то не сражались бы они, но Аллах делает, что захочет. О какой воле здесь идет речь? В аяте речь идет о тех людях, которые после прихода пророков разошлись друг с другом. Были верующие, были неверные, потом были сражения. И сказано здесь, если бы Аллах не захотел, они бы не сражались, но Аллах делает, что захочет. Здесь какая воля? Бытийная воля. Аллах, конечно же, не хочет своей шариатской волей, чтобы были неверующие. Аллах не любит, чтобы были неверующие. Но Аллах, субхану тааля, предопределяет это своей волей, и сражаются эти группы потом бытийной волей. И в этом есть мудрость, премудрость Всевышнего Аллаха. Или «Ваиза арадна нухлика карья амарна мутрафиха». А если мы хотели уничтожить какое-то поселение, то приказывали людям богатым там, знатным, и они начинали сеять там порчу. Это какая воля Аллаха субхану тааля? Опять бытийная. Аллах субхану тааля не любит, недоволен тем, когда кто-то сеет порчу. Но Аллах пожелал этого своей волей бытийной, хорошо, по своей мудрости. Кто-то скажет, что же получается, что Аллах хочет зла. Мы скажем, что касается шариата, религиозных установлений, то есть здесь однозначно мы говорим, что нет. Все установления Аллаха субхану тааля религиозные, все это есть благо. Что касается в плане бытийном, из того, что происходит в мироздании, то да, Аллах субхану тааля может пожелать зла. Может пожелать зла, может пожелать плохого. Хорошо? Дать свою волю на что-то плохое. Но тут нужно разграничить две вещи. Хорошо? Если Аллах хочет, само желание Аллаха, сама воля Аллаха субхану тааля, это всегда что? Чистое благо. Но мы говорим уже о том, что является проявлением этого желания. События, какие-то творения, да, в них может быть что? Зло. Аллах субхану тааля пожелал, чтобы это было. Но это зло, братья, оно на самом деле не является злом каким? Абсолютным. Это лишь относительное зло. Это может быть для кого-то плохо, но в общем итог этого какой? Благой и достохвальный. Ведет это к хорошим итогам. Хорошо? И может быть для какого-то человека, да, это плохо, но для других это хорошо. Фараон, пришла к нему кара от Аллаха субхану тааля, и он был потоплен в водах Красного моря. Это для него зло,
зло. Кто дал волю на это? Кто захотел этого зла для него? Аллах субхану ва тааля. Но скажите, это чистое зло? Нет, на самом деле это что? То, к чему это привело потом, это благо, потому что это было избавление верующих людей от этого тирана. Это было наказание этому возмутившемуся против воли Аллаха субхану ва тааля, неверному. Для него применительно к нему, да, это было зло, но в общем, итоги этого какие? Достохвальные и благие. И даже для одного человека самого что-то может быть в каком-то плане злом, но на самом деле это потом его приводит к благу. Болезнь для человека, да, нечто плохое, зло, но из-за этой болезни сколько людей, когда они заболели, они стали праведными, они вспомнили об Аллахе субхану ва тааля, они стали поминать Аллаха много, поклоняться Ему. То же самое бедность, да, бедность сама по себе это плохо, но сколько людей из-за бедности поняли свою нужду в Аллахе и привязали свои сердца к Аллаху субхану ва тааля. Порча на земле. Происходит порча на земле, происходят какие-то несчастья на земле. Любимо ли это Аллаху субхану ва тааля? Нет. Но это происходит по воле Аллаха бытийной. Как Аллах субхану ва тааля говорит: «Захар аль-фасаду фил барри валь бахри бима касабат айдин нас». Появились несчастья на земле, расстройства на земле и на море за то, что приобрели руки людей. «Лиюзикахум ба'да аллази амилу», чтобы дать им вкусить часть того, что они совершали. «Ляллахум ярджиун». Может быть, они вернутся в покорности Аллаха субхану ва тааля. Да, эти несчастья само по себе зло. Аллах пожелал этого. Но разве это чистое зло? Нет. Тут же в аяте сказано. Может быть, это их заставит вернуться к Аллаху субхану ва тааля. Эти плоды их грехов, эти несчастья. Поэтому, братья, само действие Аллаха, предопределение Аллахом чего-то, это всегда что? Благо. «Ващарру лейса илейк». Зло не имеет к тебе отношения, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Но в самом предопределенном может быть относительное зло. Хорошо, как мы сказали, которое допускается Аллахом субхану ва тааля по мудрости. Всегда нужно учитывать вот эти вот два аспекта на самом деле. Хорошо? И мы должны быть, внимательно, довольными предопределением Аллаха субхану ва тааля всегда. Что касается самой предопределенной вещи, хорошо, то здесь уже мы говорим не обязательно. Может, мы довольны, а может быть, мы недовольны. Например, чтобы было понятно. Если Аллах субхану ва тааля предопределил какие-то прегрешения, само предопределение Аллахом этого, как действие Аллаха, как предначертание Его, мы этим что? Должны быть довольны. Но самим предопределенным этим прегрешением мы можем быть довольны? Нет, мы не должны быть этим довольны. Потому что Аллах не любит этого, субхану ва тааля. Понятно? Поэтому в зависимости от положения, тем, что само предопределено, мы можем быть довольны, может быть не быть довольны, может быть обязаны быть недовольны, может быть обязаны быть довольны. Хорошо? Но само предопределение Аллаха, этим мы всегда довольны. Потому что Он Господь, и Он делает, что пожелает. Хорошо? Аллах предопределил грехи. Самим предопределением Аллаха мы довольны, но самими грехами мы недовольны. Учитывать вот эти два аспекта всегда надо. Помните об этом. Поэтому, посмотрите, шейх аль-Ислам ибн Таймия упоминает об отношении селяфов, предшественников, к различным последователям нововведений. В частности, к ахлюль калам, к последователям калама. Приводятся слова имама Шафии. Он сказал: «Мое суждение об ахлюль калам, о последователях калама». Му'тазилиты. Хорошо. После них кто это? Ашариты, Кулябия и так далее. Мое суждение о последователях калама, говорит Аш-Шафии, что их нужно побивать ветвями пальм, пальмовыми ветвями бить, и бить их обувью, потом водить их по кварталам, по рынкам, и говорить: таково воздаяние тем, которые оставили Коран и Сунну и увлеклись каламом. Хорошо? Это говорит Аш-Шафии. Ибн Таймия, рахимахуллах тааля, говорит: посмотрите, то есть речь идет о чем?
Это касается, может быть, и людей каких-то, которые являются их лидерами, которые являются уважаемыми людьми среди них. Может быть, человек, у него на голове большая чалма накручена, что такого человека. Но Шафии говорит, за то, что посел калам, подвергнуть такому наказанию и сказать, что вот это воздаяние им за то, что они оставили Коран и Сунну. Шейх Ислам ибн Таймия, рахималлаху тааля, говорит, здесь он говорит, нужно сказать, что да, эти люди, они заслуживают того, что говорит Аш-Шафии. С одной стороны. Хорошо, почему? Потому что они противоречат шариату, эти люди, поэтому возражают шариату, поэтому заслуживают вот этого воспитания, этого воспитательного наказания им. Чтобы они не делали это, чтобы это было отстрасткой. Хорошо? Но, если посмотреть на них с позиции, с точки зрения предопределения, то тогда здесь проявляется к ним жалость, проявляется к ним милосердие. Хорошо, и говоришь про них, да, бедные, они впали в заблуждение, они сбились с пути. То есть здесь проявляется к ним мягкость и проявляется к ним милосердие. Но что касается религии Аллаха Субхану Тааля, здесь что? Не проявляется к ним милосердие. Напротив, милосердием для них будет то, о чем Шафии сказал, сделать для них это. То есть, видите, два аспекта. Хорошо, с точки зрения религии Аллаха Субхану Тааля, то здесь что? Применяется к ним это наказание. С точки зрения того, что с точки зрения предопределения, здесь, да, проявление к ним какого-то милосердия, да, они заблудились и так далее. Так говорит Ибн Таймия. Или как в аяте. «Аззанияту ваззани фаджлиду кулля вахиди минхума миата джальда». Прелюбодейка, прелюбодей, побивайте каждого из них сотней удара. «Валя та'хузгум бихима рафатун фи динилля». И пусть не овладевает вами жалость по отношению к ним в религии Аллаха. Посмотрите, в религии Аллаха здесь не проявляешь к ним жалость, говоришь, ну жалко, не будем их побивать. Прелюбодейку. Нет, обязан сделать это. Хорошо, правитель обязан сделать это. Но с точки зрения предопределения, туда, с этой стороны к ним проявляется мягкость, проявляется к ним сочувствие, говорит, да, бедные, так шейтан их сбил с пути, поддались они уговорам своих страстей, своего нафса и сделали это. Хорошо? Получается, в религии Аллаха Субхану Тааля здесь ты не имеешь права, если есть решение Аллаха Субхану Тааля, какое-то проявлять от себя что? Милосердие и изменять как-то решение Аллаха Субхану Тааля. Более того, применение, наоборот, этого наказания, которое установил Аллах Субхану Тааля, это и есть милосердие здесь, в данном случае. Хорошо, к ним. И ко всем мусульманам. Как бы то ни было, мы говорим с вами, что есть два вида ирада шар'ия и ирада кауния. Первая, ирада кауния, бытийная воля, связана с тем, что происходит в мироздании. Аллах Субхану Тааля желает этого, это обязательно происходит непременно. Аллах может это любить, может это не любить. Что касается воли шариатской, то это то, что любит Аллах Субхану Тааля. Это может происходить, а может что не происходить. Аллах Субхану Тааля хочет, чтобы мы были покорными Ему. Да, чтобы мы молились Ему, совершали намаз, постились, совершали хадж, поминали Его премного. Да, Аллах хочет это. То есть Аллаху любимо это. Аллах хочет это своей шариатской волей. Но каждый ли из нас покорен Аллаху? Выполняет Его приказы? Нет. То есть шариатская воля Аллаха, да, Аллах это любит, но это может что быть, а может это и не произойти. Что касается бытийной воли, то это непременно происходит. Итак, этот хадис утверждает наличие Аллаха Субхану Тааля воли, и мы сказали, это два вида воли. Другой вывод из этого хадиса. Человек, он обязательно должен стремиться к благу. Обязательно должен стремиться к благу какому? О котором сказано здесь. Это обретение понимания в религии и знания религиозного. На самом деле, вот это вот понимание в религии – это путь к счастью. Если ты хочешь, чтобы Аллах Субхану Тааля, если ты хочешь блага, если ты хочешь, чтобы Аллах Субхану Тааля желал тебе блага, но кто-то не хочет из вас, чтобы Аллах желал ему блага, не найдется такого. Каждый хочет, чтобы Аллах ему желал добро. Ты хочешь этого, разъясняет тебе этот хадис путь к этому. Ты хочешь, чтобы Аллах оказывал тебе добро, для тебя желал добра? Да. Так значит, обретай понимание религии, изучай религию Аллаха Субхану Тааля. Этот хадис побуждает нас к изучению религии Аллаха Субхану Тааля. Награда этого, посмотрите, какая великая. Аллах хочет для тебя блага. Если сам Аллах хочет для тебя блага, чего тебе надо еще?
Другой вывод из этого хадиса, что воля Аллаха Субхану ва Тааля, у нее могут быть какие-то признаки, которые мы видим. То есть мы-то сами не можем знать, что Аллах Субхану ва Тааля желает какому-то человеку. Благо ли ему желается или зло ему желается, мы не можем знать. Но есть некоторые признаки, которые могут указывать нам на волю Аллаха Субхану ва Тааля в отношении этого человека. В частности, если мы видим, что Аллах дает какому-то человеку понимание религии, это признак, указание на что? Что значит Аллах хочет этому человеку блага. Что касается слов «юфакиху фиддин», дает ему знание, понимание в чем? В религии. Это значит, вот это награда, это великое счастье, что Аллах хочет тебе блага, это касается именно чего? Именно знания какого? Религиозного. Если же человек приобретает знания, касающиеся мирской жизни, хорошо, изучает, я не знаю, какие-то профессии, овладевает какими-то ремеслами и так далее, то мы можем сказать, значит, Аллах ему желает блага. Нет. Само по себе это дозволено, но само по себе это и не похвально, и не порицаемо. Это может стать похвальным из-за намерения человека. Если, например, человек овладевает этими профессиями, ремеслами, с намерением, что он хочет помочь мусульманам, помочь своим братьям, да, тогда это может стать похвальным. А может стать порицаемым, наоборот, если человек овладевает этим всем для того, чтобы делать что-то плохое. Поэтому не любое знание, оно признак того, что Аллах хочет тебе добра. А именно какое знание? Знание религии Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, а можно ли взять обратный вывод из этого хадиса? Что если ты видишь какого-то человека, что Аллах не дает ему знания, и он не приобретает знания, что это указание на то, что Аллах Субхану ва Тааля не хочет блага этому человеку. Да, во многом так. Если человек лишен понимания религии, значит он лишен блага. Иногда, конечно, то есть это не так, что это абсолютно, так что никто не может из тех, у кого нет религиозного знания, в нем никакого добра нет, совершенно он не сделает никакого добра. Может быть, какое-то добро он сделает. Но мы сейчас говорим о каком? О реальном благе, о подлинном благе в человеке. Но и то, на самом деле, даже если человек что-то доброе сделал, то вряд ли он сделает это без понимания в религии. То есть какая-то, значит, толика понимания религии есть, поэтому он сделал это благо. Хорошо. Поэтому обратный вывод, братья, заставляет нас остерегаться чего? Того, чтобы быть невежественными в религии. Потому что из-за этого невежества в религии горькие плоды. Горькие плоды, горечь которых вкушаешь как ты сам, так вкушают окружающие. И умма ислама вкушает эти горькие плоды нашего невежества. Чем меньше знания, тем меньше добра, тем меньше блага в нас. Другой вот из этого хадиса, это, конечно, благая весть. Благая весть для людей, если Аллах тебя наделил пониманием в религии, это значит, Аллах Субхану Тааля хочет тебе блага. Лахумуль бушра фил хаяти дунья ва фил ахира. Им благая весть в земном мире и в вечном мире. Возблагодари Аллах Субхану Тааля. Если тебя наделил Аллах пониманием религии, и понимание религии растет у тебя, это признак, что Аллах Субхану Тааля хочет тебе блага. Это тебе бушра. В этом мире тебе от Аллаха Субхану Тааля бушра. Благая весть. Возблагодари Аллаха Субхану Тааля. Кто-то может сказать, а разве мы не видим таких людей, которые имеют достаточно много знаний в религии, но при этом они нечестивые. При этом они совершают грехи, ослушиваются Аллаха Субхану Тааля. В них признаки нечестия. Что мы скажем? Хадис говорит о ком? Хадис говорит о факихах, то есть людях, понимающих религию. Но не говорит этот хадис про курра, просто чтецов. Есть разница между чтецами, то есть те, которые просто имеют информацию, но не следуют за этим знанием, и факихами, те, которые понимают своими сердцами эту религию. Хорошо, осознают это, понимают премудрости религии и следуют тому, что они знают. Хорошо, хадис говорит о ком? О факиха, о фукаха, а не о ком? А не о курра, а не просто о чтецах. Поэтому Абдулла ибн Мас'уд, ради Аллаху та'аля, у него замечательные слова. Он сказал, что будет с вами, если
Каково будет ваше положение, когда будет среди вас много чтецов и будет мало среди вас факихов, то есть те, которые понимают религию по-настоящему. Кейфа бикум, иза касура курраукум ва калля фукахаукум. Факих – это тот, который знает религию, и тот, который следует за ее установлением и поклоняется Аллаху Субхану Тааля в соответствии с тем знанием, которым Он его наделил. Тот же, кто не делает этого, тот не является факихом, понимающим религию. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из тех, кто знает, понимает его религию, кому Аллах Субхану Тааля желает блага. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب